Свое начало площадь Ленина в привычном для нас понимании берет в далеком 1957 году. Появилась она на месте снесенного гостиного двора и называлась Преображенской. К столетию вождя пролетариата в 70-х годах она приобрела свое нынешнее имя, затем прошла несколько этапов реконструкции, видоизменений и только после ушла на глобальный ремонт. А это уже наши дни. Монтаж и укладка плитки, установка малых архитектурных форм и уборка. Главная площадь столицы республики готова встречать первых гостей после масштабной реконструкции, которая стартовала в прошлом году. За это время сердце столицы республики, как его называют архитекторы, успело измениться до неузнаваемости. Работы проведено очень большое количество, больше 10 тысяч квадратных метров бетона залито, больше 1000 кубометров только на ландшафтный дизайн, вот у нас залито бетона. Также различные материалы использованы, именно искусственно созданные, натуральные камни. И вот все в совокупности мы получаем такую красивую картину. Обновилось на площади практически все. 12 колонн СРГ, каждая по 13 метров. Светомузыкальный сухой фонтан, иллюминация, места для отдыха и даже зарядки для мобильных телефонов. Все, что делает городское пространство современным и комфортным. И все это соревнуется за внимание с самым главным элементом площади. С вот этой ландшафтной конструкцией, которая, кстати, имитирует те самые холмы, которые находятся вокруг Якутска. Пространство получилось не просто красивым, но еще и функциональным. Сейчас здесь уже лежит первый снег, но по весне, летом здесь все будет усеяно газоном. Здесь можно будет не просто проводить время на свежем воздухе, наслаждаясь солнцем, но и наблюдать за фонтанами и различными представлениями, как будто в амфитеатре. Под наклонным сооружением спрятано инженерное оборудование для фонтана и подсветки. Сама конструкция облицована натуральными камнями и эрклезом, материалом, который имитирует вечную мерзлоту. Он уже, кстати, подсвечен, да, по-моему? Ну, завершается работа. Немножко вот можно увидеть, что эрклез с внутренней стороны с подсветкой. Ночью, конечно, это будет ярко, будет очень видно. В первую очередь, первый год эксплуатации мы просто перекроем наклонный ландшафт, хотя бы для того, чтобы сохранить рулонный газон в том виде, в котором он есть. Вот как раз пользуясь моментом, я надеюсь, все жители нас услышат. Дело в том, что для того, чтобы рулонный газон мог позволить на нем лежать, сидеть, общаться, ему необходимо, конечно же, окрепнуть, и для этого необходимо время. Что касается музыкальной части, то одна из композиций принадлежит преподавателю Высшей школы музыки Николаю Михееву. Саму тему я вообще написал в детстве, когда мне было 11. Потом, обучаясь в Санкт-Петербурге, уже лет 21, я уже написал для такого симфонического состава. И произведение потом ныне сейчас очень часто исполняется в филармонии Якутии, в различных городах России, даже за рубежом. Сама по себе площадь Ленина – одна из самых больших в России, сравнимая по размеру с Сенатской площадью в Петербурге. Именно поэтому было важно подчеркнуть это пространство современными технологиями, якутской мифологией и астрономической концепцией. Открытие всегда предваряет начало эксплуатации, начало жизни объектов. И вот какой будет жизнь, зависит от нас вместе, всех, от жителей Якутска, республики. Здесь, конечно, будут проводиться самые крупные мероприятия, самые важные события республики, поэтому здесь точно будет все так, как запланировано и так, как хотелось бы видеть. Отражение традиций на площади Ленина видно везде, начиная от СРГ, который символизирует месяца года, и до обряда Алгыс, проведенного до официального открытия площади. Обращение к высшим божествам совершили 17 артистов театра Улон-Хо во главе с алгысчитом Дмитрием Ивановым. Сегодня мы сделали обряд Алгыс на новой площади, чтобы Үрдүк-Айы благословила эту нашу новую площадь, чтобы все было хорошо, чтобы вот эти СРГ стояли еще на долгие годы.
13 октября состоялось долгожданное открытие, которое сопровождалось обширной культурной программой с национальным колоритом. Перед горожанами выступили народные артисты Якутии Герман и Клавдия Хатылаевы, которые сыграли на национальных инструментах, а также заслуженная артистка республики Саина, исполнившая песню «Здравствуй, Якутск». Площадь Ленина, получившая новый облик, будет напоминать гостям и жителям Якутска о богатой истории, культуре и природе республики. Мне нравится, что такой фонтан появился в нашем центре города. Спасибо большое. Замечательное мероприятие, осенний день, народу хочется праздника, погода хорошая, наконец-то площадь открылась, и мы очень рады, что здесь сегодня столпилось столько людей. Мы очень долго ждали. Мы здесь, значит, местные жители. С детства здесь живем. И вообще так здорово, так красиво. Нас все очень впечатлило. Кстати, много было фейков по поводу открытия. Мы все их прослеживали. Думаю, когда же оно откроется? Наконец-то дождались. Очень красиво, впечатляет. Спасибо всем, кто приложил усилия к созданию такой красоты, такого удобства и так далее. Очень здорово. Нам очень понравилось, красиво все оформлено, фонтан просто шикарен, красиво очень, да. Это большое приобретение для республики в целом. Ой, я под большим впечатлением. Я очень рада, что город наш становится все краше и краше, и эта площадь Ленина, она станет любимым местом для всех наших горожан. Очень красиво. Глава Якутии Айсен Николаев во время выступления на открытии предложил переименовать площадь Ленина в площадь Республики, тем самым открыть новую страницу в истории региона. Глава республики также высказал идею о замене алмазов, находящихся наверху СРГ, на герб Якутии. Я буду обращаться к властям нашего Якутска с предложением, чтобы старое название площади осталось вот за той частью проспекта, а это, чтобы мы назвали площадью Республики. И чтобы, вы знаете, так только случилось, что алмаз, который здесь стоял, их сейчас нет, мы знаем, что пострадали. Я предлагаю здесь не алмаз поставить, это наше богатство, но это не главное наше богатство, а поставить на этих сергеях наши символы, герб Республики Саха-Якутия. Ну а сами жители с волнением и теплотой наблюдали за происходящим. Площадь Ленина уже нашла отклик в сердцах якутян. Ну да, правильно, да. Площадь Республики. Ну Саха-Якутия, это же, где мы родились, где мы живем, где мы выросли, где наши дети растут, внуки растут. Вот, Саха-Якутия. Очень хорошее, более подходит, более новое, современное. Первое время будет необычно, но со временем все привыкают. Это очень хорошо. Нормально. Я думаю, правильно. Почему? Часть республики должен быть. Ну какая разница, как называется? Главная площадь, да и все. Но Ленин стоит, пусть стоит. Но площадь республики пусть будет. Ничего страшного, я думаю, в этом нету. Думаю, что это очень хорошо и очень круто. Фонтан с музыкальным сопровождением законсервируют в ближайшее время. Он может работать только при плюсовых температурах. Центральный амфитеатр тоже будет закрыт, так как рулонный газон уложили в сентябре, и он должен окрепнуть. Поэтому весной с приходом тепла обновленная площадь Ленина встретит гостей в своем самом лучшем виде.